Датчане троллят Трампа, Путин говорит свои условия для мира в Украине и президент уходит в отставку, а премьер-министр под суд. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Лукашенко решил, будет ли он воевать в Украине. Польша объявила о рекордных инвестициях в 2025 году. На что делает ставку Варшава? Почему не стоит ждать мира в Украине? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Военное положение не отменят после окончания боевых действий. В ГУР опровергли слухи о том, что через 3 месяца украинские власти хотят прекратить действие военного положения. Представитель Главного управления разведки заявил, что такие прогнозы являются только предположениями и не основаны на чем-то реальном. Андрей Юсов отметил, что ожидать скорого завершения войны не стоит, но работа над этим ведется. Така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, урядові громадські організації активно над цим працюють. І так працюють і наші партнери. І можна лише погодитися з словами Трампа про необходимость миру. В ближайшее время ожидаются важные события, такие как Мюнхенская конференция по безопасности, которые могут принести хорошие новости. Но ключевые события продолжают происходить на поле боя. Датская инициативная группа предложила выкупить у США Калифорнию. Инициатор компании Ксавье Дютуа отметил, что покупка обойдется в $1 триллион и пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд. Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга. Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина, говорится на сайте инициативы. Авторы ее полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он, цитирую, не самый большой поклонник штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране. Все это в ответ на попытки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор, в соответствии с которым США берут на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Россия ужесточает позицию по Украине после заявлений Трампа о контактах с Путиным. В ответ на призывы президента США к скорейшему завершению войны в Украине Россия заняла бескомпромиссную позицию. Уполномоченный представитель Москвы в отношениях с Вашингтоном Сергей Рябков заявил, что все условия Владимира Путина должны быть выполнены. И политическое решение, как мы его себе представляем, не может быть достигнуто иначе, чем путем полной реализации того, что было озвучено президентом во время его выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня прошлого года. Вот где мы находимся. И чем раньше США, Великобритания и другие поймут это, тем лучше будет и тем ближе будет желаемое политическое решение для всех. Ранее Трамп сообщал о своих контактах с Путиным, говорил, что уверен в прогрессе по поводу прекращения войны, но Кремль вместо подтверждения или опровержения только заявил, что Путин настаивает на выполнении условий: отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск с территории 4 областей, на которые претендует Россия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что план Трампа по урегулированию должен не только остановить войну, но и гарантировать отсутствие дальнейшей агрессии со стороны России. Он выразил готовность к переговорам при условии поддержки и гарантии безопасности от США и ЕС. Ну а сам Трамп зачем-то запостил в своей соцсети ссылку на публикацию CNBC со словами Путина в заголовке о том, что Европа, цитирую, будет стоять у ног господина, поскольку тарифы Трампа встревожили союзников. Конец цитаты.
Роскомнадзор натравливает кибершпионов на неблагонадежных россиян. Власти выделили более 500 000 рублей на обучение 11 чиновников методам киберразведки. Они научатся собирать личные данные пользователей, адреса, никнеймы, фото, видео, геолокацию, контактные данные и выстраивать так называемый поведенческий портрет каждого, кто покажется системе подозрительным. В арсенале поисковые запросы в Google и Яндексе, мониторинг соцсетей, форумов, блогов и даже работа с нелегальными телеграм-ботами, которые торгуют базами данных. Обычным гражданам за это грозит до 4 лет тюрьмы, но Роскомнадзор же выше закона. Теперь любой твой комментарий, лайк или запрос может превратить в цель. Система слежки набирает обороты, и цифровой ГУЛАГ становится реальностью. Но, тем не менее, призываем вас оставлять комментарии и пользоваться VPN для того, чтобы обезопасить себя. Польша в сфере интересов Google, и не только Google, во всяком случае, так сказал премьер-министр страны. Он представил амбициозную экономическую программу «Польша. Год прорыва», предусматривающую привлечение инвестиций на сумму не менее 650 миллиардов злотых, это около 155 миллиардов евро, в 2025 году. Основные направления инвестиций включают оборонную промышленность, энергетику, логистику, развитие умной экономики и инфраструктуры. В рамках программы планируется значительное увеличение расходов на оборону. В этой сфере бюджет страны в 2025 году достигнет уровня в 4,7% от ВВП, что составляет около 30 миллиардов евро. Если мы серьезно относимся к умной экономике, к современной экономике, вы прекрасно знаете, что это, возможно, самая важная гонка в глобальной европейской экономике сегодня проходит на очень высоком технологическом уровне. Мне не нужно никого убеждать в этом, поэтому я с радостью сообщаю вам, что мы продвинулись далеко вперед в плане наших обсуждений с этими крупными технологическими гигантами. Азербайджан объявил персоной нон-грата депутата Госдумы РФ и бывшего боксера Николая Валуева, запретив ему въезд в страну. Причина – его оскорбительные и угрожающие высказывания в адрес азербайджанского народа и государства. Валуев раскритиковал решение Баку о закрытии Русского дома, это представительство Россотрудничества в Азербайджане. Насколько известно, в России нет такой структуры, что-то типа азерсотрудничества. Зато есть многочисленные диаспоры. И эти диаспоры не про культурный обмен, скорее про деньги. И очень большие. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним еще внимательнее? К диаспорам, конечно. Депутат Госдумы удивлен решением Баку, о чем уже сообщил в прессе. А вы как думаете, стоит ли пускать Валуева в Азербайджан? Пишите в комментарии обязательно. Румыния остается без президента. Клаус Йоханнис объявил о своей отставке, которая вступит в силу 12 февраля. Это решение принято после того, как оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента против него. Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от этой ненужной и негативной эволюции, я подаю в отставку с поста президента Румынии. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля. Да благословит Господь Румынию. Временным исполняющим обязанности президента станет спикер Сената Илия Балаян до проведения новых выборов, которые назначены на май 2025 года. В ноябре 24-го в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, где неожиданную победу одержал якобы независимый кандидат Келин Джорджеску, набравший почти 23% голосов. Но Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов из-за обвинений во вмешательстве и дезинформации. Лукашенко будет или не будет воевать в Украине? С одной стороны, договор о так называемом союзном государстве предусматривает как раз это, но с другой стороны, он вроде много раз заявлял, что воевать не хочет. Так хочет или нет? И независимо от этого, будет или нет? Это Лукашенко и Путин хотели ввести белорусскую армию в войну. И Лукашенко много раз заявлял о том, что он хотел бы это сделать, что он хотел бы принимать парад на Крещатике через 3 дня. Он много раз об этом говорил. Другой вопрос, что белорусский народ не позволяет ему это сделать. Этот режим, который путинский, он уже может вполне и лукашенковский, может называться режим
Путина-Лукашенко. Но в любой удобный момент Лукашенко старается оправдаться, убедить всех, а может быть и Путина в том, что воевать не надо. Наши вот беглые часто меня критикуют. Вот Лукашенко, мир, он никогда не будет воевать с Украиной, потому что народ этого не хочет. Слушайте, но президент и обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ. Если народ не хочет, а президент будет делать наоборот, это совсем плохо. Бывает, что в обществе не очень понимают ситуацию, но ты должен убедить людей. Премьер-министр в суде. Биньямин Нетаньяху снова выступает на процессе о коррупции. На прошлой неделе дача показаний Нетаньяху была отложена из-за его поездки в США и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Но на таких мероприятиях каждый ставит свои вопросы. Господин премьер-министр, не кажется ли вам, что пришло время освободить всех заложников? Они переживают Холокост. Не кажется ли вам, что их нужно вывести на этой неделе? Срочно! Вопрос заложников ХАМАС, которые были захвачены еще в 2023-м, 7 октября, премьер-министру Израиля ставят в любой удобной ситуации. И сейчас уже, соответственно, речь идет всего лишь о 80 с чем-то. Да, и это включает как живых или мертвых. В Израиле у нас известно наверняка, что из них 38 погибли. То есть это часть погибли, будучи в плену, и часть, собственно, были уже мертвые 7 октября 2023 года. Наверняка есть еще погибшие, то есть в реальности остается, как считают специалисты, еще не более 30 живых заложников. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.